Новости из Таджикистана не так уж часто попадают в ленты ведущих информационных агентств мира. Однако известия об таджикском офицере, переметнувшемся в стан террористов, были помещены на всех русскоязычных информресурсах, а также части мировых. А между тем, на президентском сайте удалены совместные фотографии полковника как с Рахмоном-старшим, так и с Рахмоном-младшим, который, как считают некоторые эксперты, и являлся его покровителем во властных структурах. Как повлияет поступок таджикского полковника на те программы подготовки, которые он прошел в России и США? И как скажется данный инцидент на доверии спецслужб мира к силовым структурам Таджикистана? Тенденцию расширения имеет масштабы терроризма, экстремизма, различных форм радикализма. Тенденцию к возрастанию также имеют глобальные угрозы терроризма, экстремизма, различных проявлений радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков. Я буду говорить про ситуацию в Таджикистане и про национальность Эмомали Рахмона и что сделал Эмомали Рахмон за 30 лет для народа Таджикистана и для Таджикистана. Буду говорить по-русски, чтобы наши соседи, наши братья страны СНГ понимали, о чем идет разговор, о чем речь, про что говорю. Эмомали Рахмон по национальности это человек вообще не таджик. Он 1000 лет к таджикам никакого отношения не имеет. Он на таджиков не похож. Это человек по национальности люли, цыган. Он из племени Хуталона. Он хуталонский. Его окружение, его родственники, его клан, все эти люди вообще не таджики, все эти люди цыгане, люли, все его работники, все его министры, все работники государства Таджикистана в данный момент, эти люди вообще не таджики, эти люди все цыгане, эти люди все оккупанты. Как эти люди появились в Таджикистане? Эти люди во времена Сталина появились в Таджикистане. Эти люди, хуталонцы, сначала разрушили Грецию, потом попали в Турцию, начали разрушать Турцию, разрушили Турецкую империю, разрушили Туран, потом попали на территорию Кавказа, на территорию России. Эти люди попали на территорию Таджикистана во время Сталина. Во времена Сталина Сталин был умным человеком, образованным. Он знал, что эти люди, эти хуталонцы останутся на Кавказе, в России, они разрушат Кавказ и Россию и другие страны. Что он сделал, Сталин? Взял и депортировал их, отправил их ослами, лошадями на территорию стран СНГ, в Узбекистан, Таджикистан. В Таджикистан попало где-то 1000 или 1500 человек. Вот с того времени, где-то 80 или 90 лет прошло. С того времени они, когда попали в Таджикистан, они начали там жить, начали там строить дома. Эта страна для них стала домом. Они там стали строить дома, начали жить, начали ассимилироваться в Таджикистане, начали там работу, там начали работать в сельхозах, в колхозах, начали смешаться с народом, жить с народом Таджикистана. С того времени начали приходить во власть, начали захватывать власть, начали оккупировать Таджикистан. Начали уже разрушать эту страну, начали убивать этот народ. Смотрите, с 92 года, как этот Эмомали Рахмон пришел во власть, этот хуталонский, этот люли, этот цыган, он начал разрушать Таджикистан, он начал продавать земли Таджикистана другим странам, Китаю, он начал
отправлять народ Таджикистана в иммиграцию. Народ Таджикистана никогда не были мигрантами таджики. Таджики никогда не были рабочей силой, никогда не были рабами. Это все начало происходить с того времени, как Эмомали Рахмон, этот люли, пришел во власть. Когда пришел во власть этот люли, этот цыган Эмомали Рахмон, он начал использовать политику разделяя власть. И этот прием, этот ход, политика хорошо сработала. Он разделил одну область с другим областям, один поселок с другим поселком, одну улицу с другой улицы, один дом с другим домом, одного соседа с другим соседом, начал ссорить брата с братом, родственника с родственником. Вот так править 30 лет. Начал отправлять в эмиграцию народ Таджикистана от 18 лет до 60, до 70 лет. Народ Таджикистана в эмиграции работают как рабочая сила, как рабы, как иммигранты в России и во всем мире. Это все начало происходить с того времени, как Эмомали Рахмон стал президентом, как этот люли, как этот цыган стал президентом. Он начал разрушать эту страну. Эмомали Рахмон начал продавать эту страну, он начал убивать этот народ, начал портить эту страну, начал портить этот народ, как эти люди, как эти хуталонцы испортили Грецию, испортили Турецкую империю, испортили Туран, испортили Турцию. Они теперь начали портить, начали продавать, начали разрушать Таджикистан. Вот это все вы сами видите с 90-х годов. Они продают земли Таджикистана, они убивают народ Таджикистана, они портят Таджикистан. Земля Таджикистана и так маленький. Несмотря на все это, вот эти люди продают эти земли. Несмотря на того, что эта земля, эта страна стала для этих цыган с местопроживанием, стала для них страной 80-90 лет, как они живут тут. Но эта подлость, это нечеловеческие поступки, это проклятие, это вредность, это разрушение у них в крови. Они начали все это проделывать тут, несмотря на то, что это для них стало домом, страной, землей. Эта земля их кормит, эта земля их защищает, они тут живут. У них тут дети рождаются. Несмотря на все это, они начали даже эту страну разрушать, продавать. Эмомали Рахмон, этот люли для народа Таджикистана, для страны Таджикистана ничего хорошего не сделал, как он не принес ничего хорошего для народа, для страны, кроме как разрушения, кроме как продажи земли, кроме как иммиграция, проблемы, несчастья, смерть, проклятие, бедность. Кроме этого ничего хорошего он не принес. С того времени, как он пришел во власть, он начал разрушать эту страну. С того времени, как этот Эмомали Рахмон пришел во власть, этот народ стал необразованным, иммигрантами, рабочей силой, рабами. Эмомали Рахмон Эмомали Рахмон отправляет молодых людей, мужчин, стариков в иммиграцию, а сам создает внутри страны гаремы и насилует наших женщин, наших сестер, наших матерей, делает, что хочет, творит, что хочет.
со своим кланом, со своим кругом, со своими люли. Он уже убивает, сажает этот народ уже 30 лет. Смотрите, Таджикистан самая богатая страна в Центральной Азии. У Таджикистана больше всего золота и другие ресурсы. В Таджикистане сколько там, 14 или 18 месторождений золота выходит в день, 150 килограммов золота, но народ Таджикистана самый бедный, самый несчастный в Центральной Азии, ни копейки не достается. Имам Али Рахмон всем платит какие-то копейки, учителям, работникам страны, всех органов, работников всей структуры платит какие-то копейки, сам грабит все золото, делит со своими хозяевами и грабит сам. Эти же люди, они же люли, они же любят золото. Как раз они попали в того места, где золота много. Они делают все, чтобы грабить это золото. Они делают все, чтобы убивать этот народ и остаться подальше у власти. Смотрите, этот человек, Имам Али Рахмон Люли, 30 лет убивает, насилует, продает земли Таджикистана, убивает этот народ. Он еще хочет поставить своего сына, передать власть своему сыну, этому Рустаме Эмомали. Чтобы вы знали, он ученик Гулмурода Халимова. Гулмурод Халимов — это командир группировки, запрещенной группировки ИГИЛ в Сирии. Гулмурод Халимов воспитывал с раннего детства Рустама Эмомали. Гулмурод Халимов, командир группировки ИГИЛ, это человек близкий к Имаму Али Рахмону. Он лично знаком с Имамом Али Рахмоном. Этот человек был из клана Имама Али Рахмона. Он работал в Таджикистане, в Америке, в России. Он лично воспитывал Рустаме Эмомали с раннего детства. Этот террорист, этот командир ИГИЛ. После всего этого Имам Али Рахмон хочет своего ученика-террориста, своего сына хочет поставить во власть, чтобы дальше убивать этот народ, чтобы дальше разрушать эту страну, чтобы дальше продавать этот народ, продавать ресурсы, продавать земли, убивать этот народ, дальше отправлять этот народ в рабство. Этот Имам Али Рахмон, этот наркобарон, этот международный марионетка, этот международная проститутка хочет поставить своего сына, чтобы дальше он убивал после себя этот народ Таджикистана, чтобы это продолжилось. Я это говорю, чтобы весь мир знал, кто такой Имам Али Рахмон, кто он по национальности, что он делает в Таджикистане, чтобы таджиков не путали с цыганами, с люли, с хуталонцами. Таджики вообще не цыгане, таджики никакого отношения к цыганам, к люли не имеют. Таджики вообще другой народ. Таджики больше европейцы. Таджики вообще отличаются.